Если даже есть приказ или даже государственная программа, исполнение формальное всегда видно, что оно формально. Он прекрасно знал, что не всем может это понравиться, но знал и то, что татары и башкиры его поймут, и их тут большинство, больше половины. А какой толк от твоего татарского имени или фамилии, если ты не можешь сказать ни одного слова публично перед своим народом? Здравствуйте. Будем говорить о доброй воле. Без своего нравственного выбора ничего не получается. Если даже деньги получены, если даже есть приказ или даже государственная программа, исполнение формальное всегда видно, что оно формально. Об этом я подумал, увидев сюжет с юбилея Башкортостана, столетия Башкортостана. Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая с трибуной, сказал именно только по-татарски, издавал хорошие поздравительные слова, сказал, что народы будут жить дружно, желаем добра соседней республике. Но только по-татарски. Он прекрасно знал, что не всем может это понравиться, но знал и то, что татары и башкиры его поймут, и их тут большинство, больше половины, и в зале, и в республике. Правда, его коллеги из соседней республики намекнул, что ничего не понял, но все равно одобряем. На это Рустам Минниханов вновь подошел к камере и сказал: второй язык в России, второй народ в России, надо немножко знать татарский язык. Конечно, это шутка, но правдивая шутка. Об этом иногда мы забываем, иногда большие люди, руководители и депутаты тоже забывают. А зря, потому что язык – это бренд народа, и самоощущение человека его свободой, его родной язык, он говорит так, как хочет, на том языке, на котором ему хочется. Вот недавно в кабинете министров состоялось совещание. Разбирались, почему не выполняется закон о двуязычии в оформлении улиц, названии городов, районов. Удивительно, названы были районы, впервые в которых не соблюдается. Названы и показаны были улицы и фирмы, предприятия. Почему татарский язык в Татарстане не обозначается, не используется в народном оформлении? Рассказывая об этом, Татарстан «Новый век» показал министров, которые прекрасно выступают по-татарски, дают интервью, показал канал и тех, кто пока без подготовки не может выступить по-татарски по телевидению, не может хотя бы несколько фраз сказать. А также «Новый век» показал министров, которые не могут ни ответить, ни сказать ни слова по-татарски. Хотя речь идет о министрах, которые носят татарские фамилии. А ведь иногда говорят, что сплошные татары в татарстанском правительстве. А какой толк от твоего татарского имени или фамилии, если ты не можешь сказать ни одного слова публично перед своим народом, или хотя бы легко перейти от одного языка к другому, хотя ведь не обязательно надо принадлежать этому языку. Вот, например, министр экологии Шадриков, представитель чувашской национальности, прекрасно выступает по-татарски, и он не скрывает, это его выбор, так же как выбор всех. Это его нравственный выбор. Ему так интересно и хочется. А если он не захотел, если он не понимает, если он не воспринимает, трудно заставить. А добрая воля в нашей работе, особенно в тех местах, где требуется отбор людей по конкурсу, когда выбираются из тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч, конечно, люди должны и могут выбирать, любить свою республику, знать народы своей республики, хотеть, чтобы они чувствовали себя согласно, благополучно. Вот этот выбор, конечно, он как-то влияет, обязательно влияет. Эти примеры о добровольности языка, знания языка. Говорили же, что надо в школе изучать по доброй воле, только добровольно. Если не хочется, пускай не учат. Вот и мы говорим, знаете, учите добровольно, господа министры, господа чиновники, потому что вас отбирают из тысяч, сотен тысяч, иногда из миллионов. И великие дела также и совершаются. Габбас Мухаммедшин, недавно ушедший от нас,
В свое время он работал заместителем министра культуры, строил интереснейшие объекты, восстанавливал памятники, а в 1990 году поднял полумесяц на башню Сюембике. А ведь это полумесяц был на башне воздружен еще в 18 году в духе революции, в знак того, что пришли новые времена, свобода. А в 30-е годы, во время борьбы с религией, все-таки опять был свергнут символ мусульманской религии. Могут сказать, что эта башня не совсем Сюембике и не мечеть, и полумесяц там не обязательно должен быть, и вообще не мог быть. На то скажут обязательно, что Сюембике, каким бы он ни был, какая бы ни была башня, в душе татарского народа, она как ханская мечеть. Этот минарет символизирует свободу, память о государстве, память о тех временах, о своем народе, о предках наших. Поэтому полумесяц обрадовал татар. И вот эту радость доставил за неделю до принятия декларации суверенитета Габбас Мухаммедшин. Кто его заставил? Сам он договорился с тогдашним премьер-министром Сабировым, получил разрешение и водрузил. Вот в каждой душе обязательно добрый знак ставится именно по своему личному выбору, с учетом желаний и чаяния своего народа. Вот такие романтичные, уже ностальгические моменты. В то же время я хочу сказать о горьком опыте последних дней. 21 марта исполнилась очередная годовщина референдума о статусе Республики Татарстан. Да, в 1992 году, 21 марта, проведен был такой референдум. Не договорились со всеми высокими инстанциями. Даже президент Ельцин призывал не голосовать за статус Республики Татарстан. Татарстан, несмотря на давление психологическое, информационное давление, проголосовал. Была даже распространена листовка, в котором сказано: если вы не хотите, чтобы эти националисты, там показаны люди в повязках, с поднятыми кулаками, пришли к власти в Татарстане, голосуйте на референдуме «нет». Но другие листовки призывали: голосуйте «да». Народ проголосовал «да», несмотря на сильную информационную обработку. И что случилось? Нормально случилось. Татарстан дальше пошел развиваться. Татарстан отстаивал свои права, и Татарстан стал стимулом сохранения федерализма в Российской Федерации. И вот в этом году, как вы думаете, праздновали? Не обязательно, чтобы кто-то дал указ, праздничный план мероприятий. Ну, хотя бы один человек написал бы в газете или какой-то свой блог, или какие-то свои мемуары. Нет, только несколько десятков представителей национального движения в парке Тинчурина отметили это событие. А референдум был. И после него, именно в 1992 году, 6 ноября, была принята Конституция Республики Татарстан. Пришли новые времена. А в 1994 году подписали соглашение о распределении полномочий с органами власти Федерации и Республики Татарстан. Ничего плохого не случилось. Поэтому этот референдум и эти годы, этот выбор народа невозможно отменить. И забывать это тоже негоже. И это тоже всегда будет нашим нравственным человеческим выбором.